Сегодня мне повезло, я нахожусь в окружении прекрасных дам. Красота и здоровье зависит только от нас самих, это неоспоримый факт. И для того, чтобы здоровье и красота радовали нас, нам необходимо заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, следить за своим питанием, а главное, почаще улыбаться и радоваться жизни. Добрый день, меня зовут Андрей Погорелов. Напоминаю, сегодня понедельник, 17 апреля, и как всегда в это время на каналах НВК Саха и Саха-24 начинает свою работу проспект «Весна», проект об актуальных вопросах и событиях этой весны. Итак, мы начинаем. Солнцезащитные очки являются не только стильным аксессуаром, а также средством защиты от ультрафиолетовых лучей. Но если для кожи можно использовать различные крема, то, пожалуй, единственным решением для обеспечения безопасности глаз у нас являются солнцезащитные очки. И у меня в гостях мой собеседник Светлана Плотникова, которая знает о солнцезащитных очках практически все. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот такой вопрос. Я вот практически, взял на выбор первые очки. Мне показалось, что они мне подойдут. Они вам идут. Может быть, они мне правда идут. И большинство людей же так вот и думают, что нужно выбирать очки. Вот они дополняют мой образ, но не задумываются о том, что очки же солнцезащитные еще имеют основную свою задачу несут. Это обеспечение безопасности глаз. Вот как все-таки правильно нужно подойти к выбору очков? Да, прежде всего нужно, чтобы очки, как сказать, была защита от ультрафиолета. УФ-400. Обычно на очках есть маркировка. УФ-400. Это означает, что очки идут с 100% ультрафиолетовой защитой. Вот. Как это проверить? Да? Есть обычная маркировка, либо в большинстве оптиках есть аппарат. Аппарат, который проверяет на защиту ультрафиолета. То есть можете попросить, и вам проверят. И, то есть это качественные, хорошие очки. А вот есть же еще вот как раз степени, да, еще защиты определенные? Да, степень защиты идет 4 категории. От этого зависит, как ваши очки будут вас защищать. Первая, вторая категория, они идут со слабой. У них слабая тонировка, то есть светопропускание есть линзы. Первая, вторая, они обычно идут для, как сказать, для несильного солнца, то есть в облачную погоду. Если вы находитесь на солнце, ярком, пляж, то нужно с категории 3 и 4. Максимальная, да, защита? Это максимальная, да. Обычно на очках указывается 3, то есть, значит, это максимальная защита от ультрафиолета. А вот какие-то рекомендации вообще есть по использованию очков? Вот помимо того, что мы сказали, может быть, еще средства ухода, как бы, может быть, за очками тоже нужно ухаживать определенным Средства образом? ухода есть, то есть одеваем, снимаем 2 руками, не используем как ободок, храним в футляре обязательно. Ну, также салфетка из микрофибры хорошо очень очищает линзы. А вот как быть людям, которые носят уже коррегирующие очки, и как им подобрать солнцезащитные очки? Ну, я, например, со зрением достаточно хорошо, я пока не заморачиваюсь, сделал любые очки, подошли. Ну да, в основном, да, солнцезащитные идут без диоптриев, ну то есть для людей с хорошим зрением. Но в нашей оптике есть такая услуга, солнцезащитные очки с диоптриями. То есть вы приходите в оптику, выбираете себе оправу, и мы подбираем вам линзы. Линзы тоже разных цветов, коричневые, серые, зеленые, любые. Ну, это уже нужно консультироваться индивидуально. Вот классно, у меня как раз сейчас очки, по-моему, форма авиатора, да? Да. А вот очки же, они вот здесь у нас даже на столе, хоть их здесь не так и много на самом деле, вот у вас в оптике гораздо их больше. Вот мы придем, и достаточно большое многообразие очков, и они есть и там спортивные очки для автолюбителей, предположим. Да. Вот. Есть очки с поляризацией. Они очень удобные. Сейчас я им покажу, какие тут есть с поляризацией. Вот, например, полароиды. Полароиды, у них у всех есть поляризация. Что означает поляризация? Это, как сказать, блокирует блики солнца. То есть для автолюбителей, в принципе, для автолюбителей, идеально, да, хорошо. Кто на пляже, где очень много солнца, снег тоже излучает. Вот для этого хорошо с поляризацией очки. А какие очки вот этой весной в моде? Именно имеется в виду оправа, может быть? Что в тренде вообще? В тренде классические, как кошечки в тренде, большие, круглые ретро. Вот они, кстати, рейбаны. Вот, они тоже в тренде. И как ретро с
такой, а снизу как бы на леске идет. А есть какие-то вот правила, вот, например, с определенным типом лица рекомендуют именно, ну, больше подходят какие-то очки. Я вот в интернете буквально вчера вычитал о том, что девушкам с сердцеобразной формой лица подходят очки вот кошечки, либо как бабочки, где некоторые называют, либо Да. авиаторы подойдут. Нужно прежде всего ориентироваться на тип вашего лица. То есть, если у вас круглое лицо, то желательно, конечно, выбирать оправу с прямоугольными острыми формами, чтобы лицо не казалось более круглым. Если квадратное, то тут уже с округленными формами. Ну, прежде всего, ориентироваться легко. То есть, чтобы форма оправы не повторяла форму вашего лица. Ну вот тогда вы мне будет сказали хорошо. в самом начале, как раз вот эти очки мне Да, они Идут? очень хорошо. и смотрятся неплохо, да, достаточно. Сейчас же на рынке выбор все-таки очков со стеклами или с пластиком превалирует? Сейчас в основном пластик, потому что стекло, оно травмоопасно. То есть плюс у него есть то, что они не царапаются. Мгм. Но лучше, конечно, выбирать пластик. Он удобный, легкий, практичный. Ну, стекло нежелательно, конечно. Мгм. А вот линзы, смотришь, зеленые, красные, всякие разные. Да. Есть какие-то противопоказания или на самом Есть деле не имеет значения? Есть противопоказания, например, красные, желтые, оранжевые, они, как сказать, придают агрессию. Мгм. То есть в них глаза будут уставать. Вот. Лучше, конечно, выбирать нейтральные. То есть это коричневые, серые и зеленые. В них глаза чувствуют себя хорошо, и они поглощают ультрафиолетовый свет. Мгм. То есть это самые оптимальные и безопасные цвета. Мгм. Хорошо. Лучше большое. яркие, конечно, Светлана, выбирать. за то, что пришли к нам на наш весенний проспект. Давайте нашим телезрителям озвучим адрес, телефоны, где можно прийти, насладиться выбором ваших очков и примерить их с радостью. Да, у нас есть 3 филиала. Кальвица 14/5, торговый центр Улуру-Молл. Также находимся на Орджоникидзе 17, торговый центр Кинсити. И в Мирном Культ Спорт Товары. Там вот мы тоже Мгм. есть. Хорошо, но если вдруг кого-то занесло в Мирный из города Якутска, можно даже там примерить очки. Большое спасибо, Светлана, за что Пожалуйста. пришли к нам на наш проспект Весну, поговорили и рассказали все об очках. Ну, наверняка каждый, тот, кто заботится о своем здоровье, а именно о правильном питании, ищет новые способы приготовления простых и полезных продуктов питания. И именно сегодня коктейли набирают оборот именно в продуктах, которые несут пользу для здоровья. И сегодня моя собеседница будет специально для меня и наших дам, которые присутствовали в самом начале эфира вместе со мной, готовить коктейль. Как раз вот один из таких. Здравствуйте. Здравствуйте. Антонина Семеновна, какой коктейль мы будем сегодня готовить? Ага, вот такой продукт, коктейль называется GG Light. Это продукт российский, да, его производит компания Glorion. Это международный холдинг на сегодняшний день. На рынке 17 лет. Это уже надежная компания. Значит, что на сегодня она уже состоявшаяся компания. И она признана на государственном уровне. Об этом говорят его награды. Это медаль, золотая медаль ВВЦ. Это орден «Золотая сеть России». Это Glorion является членом Евроазиатского союза производителей и распространителей биологически активных добавок. С 2012 года компания сотрудничает с Олимпийским комитетом и является официальным поставщиком продуктов здоровья для олимпийцев. Ну и с 2012 года она входит в энциклопедию «Самые лучшие инновационные предприятия России». Ничего себе. Топ-50, да. Ну, сегодня мы какой коктейль будем готовить? Так. И сколько порций в данном пакетике у нас? Ну вот в этой Упаковке, да. упаковочке 15 порций. Но мы приготовим сейчас в этом шейкере. Я вот тут воду налила. А сколько вообще нужно воды наливать на одну порцию? Примерно 250-300 миллилитров, но это все зависит от того, насколько вам нравится густой коктейль, значит, вы будете меньше воды, а если вам жиденькая, значит, больше. Да? А чем полезен вообще коктейль? Ага, коктейль, он очень богат составом, да, это полноценное внутриклеточное питание. В своем составе она содержит белки, жиры, углеводы, то есть это полноценное, да, питание. И, значит, 11 витаминов, самых основных витаминов, вот это одна порция. И, значит, что? 7 основных микроэлементов, это вещества, которые как раз запускают обмен веществ.
Значит, мы его, значит, закрываем и просто вот его легонько взбалтываем. Все. С утра можно приготовить его и там в обед употребить, или необходимо вот сразу приготовить и сразу же употреблять? Свойства не теряют? Ну, его лучше всего сразу приготовить. лучше, да. Потом его можно пропивать и утром, и днем, и вечером, но это уже выбор каждого. Да? Людям, которые хотят бросить лишний вес, то его лучше всего заменить ужин. А тем, кто просто для здоровья, для энергии, там можно пропивать и утром, и во второй завтрак. Если нет лишнего веса, то его просто... Ну, вот наши девушки, девушки, лишним они у весом нас, сегодня, да, у них... я смотрю, не страдают, да. Ага. И сегодня сейчас как раз не вечер, поэтому давайте немножечко, да, каждым нальем, попробуем. Вот достаточно интересно, да. Я тоже раньше не пробовал такие коктейли. Они же подходят и даже для детей, да, насколько я Да, знаю? его даже подходит для детей. Вот у меня 6 внуков, и у меня каждый ребеночек, начиная с 2 лет, так, что-то мне одной не хватило порции. Ну, это моей порции, наверное, не хватило как раз. Ага, пожалуйста, возьмите. Вот, девушки, И вы знаете, давайте вот в одной попробуйте. порции, знаете, в одной порции, сколько здесь? 77 калорий, килокалорий всего лишь, да? И это полноценная замена одного приема пищи. И человек получает, закрывает потребность в белках на 50%, в этих витаминах, микроэлементах 35-40% и в клетчатке 20-25%. И всего это стоит 126 рублей. И вот у меня Порция получается. Одна порция 126 рублей. А вообще вот в Якутске можно ли за 126 рублей полноценно покушать, как вы думаете? Нет. И при этом надо еще получить все вот эти необходимые активные вещества для жизнедеятельности, правильно? Девушки, ну как вам вообще коктейль попробовали? Он легкий, приятный на вкус. Легкий. Легкий, приятный. А у вас какие ощущения вообще? Ну, такой приторный вкус. Приятный, да. Приятный вкус, да? А раньше пробовали вообще коктейли похожие? Хорошо, раньше пробовали. Здесь А где можно белка будет много. приобрести такой коктейль? Так, ну, компания «Глорион», представители компании «Глорион» в Якутске, мы находимся по адресу проспект Ленина 3/1. Нас очень много, поэтому телефоны я не могу дать, да. Ну, наверняка есть ваши знакомые, кто-то занимается этим, предлагает, так что вы не отказывайтесь, потому что это продукт премиум-класса. А вся продукция «Глорион» у нас сертифицирована, она стандартизирована. Сейчас у нас реклама, после чего мы обязательно вернемся, еще поговорим о вашей продукции, о коктейлях. Пока реклама, далеко не уходите. Красота, здоровье. Сегодняшняя тема. Всем добрый день. Мы в эфире проспекта «Весна», где по-прежнему тепло, светло. И мы говорим сегодня о красоте и здоровье. И сегодня вместе со мной Антонина Семеновна Попова, врач-нутрициолог компании, представляет «Глорион». Вот, Антонина Семеновна, хотелось бы поговорить об вашем проекте акции «Брось вызов 5». О чем проект, как принять участие в нем? Так, проект «Вызов», он, значит, стартовал месяц тому назад. Это социально значимый проект, в который может вступить абсолютно каждый. Потому что это единственный проект, в котором нет вступительного взноса. А в проекте вы получаете, значит, что поддержку, призы, даже денежные розыгрыши, которые проводятся еженедельно. 30 тысяч рублей разыгрывается. Еженедельно? Еженедельно. То есть, помимо того, что многие обычно борются со своим весом, ну, тот, кто основная цель у них, а тут можно совместить приятное с полезным, еще и заработать денег. Да, и получить поддержку. А что нужно все-таки для этого сделать, чтобы получить вот призовой фонд? Так, для того, чтобы получить призовой фонд, надо сбросить 5 килограммов. Это за неделю, да, или за Нет, какой-то почему? период? Это очень опасно. Даже за месяц нельзя сбрасывать 5 килограммов. Это в течение 90 дней. Там любой может это сбросить. Потом заработать 500 активов. Активы – это наша внутренняя валюта, скажем, да, его зарабатывают так. Ну, просто вступил в проект, заработал, бросил вызов другу, заработал, да. Если друг принял этот вызов, опять же, вам активы, и таким образом. И поддержка, если вы проект поддерживаете, там посты выставляете, свои фотографии выставляете, вы тоже получаете активы. А кроме того, значит, что вы еще получаете абсолютно бесплатно консультацию диетолога
да, и у нас 5 сертифицированных фитнес-тренеров. Большое спасибо, Антонина Семеновна. Я думаю, вы согласитесь, вы как раз врач, о том, что медицина сейчас является одним из наиболее динамично развивающихся отраслей науки вообще. Ну да, конечно. Поэтому я сейчас предлагаю вам и нашим телезрителям посмотреть сюжет о топ-5 инновационных изобретений медицинской техники. История медицины неразрывно связана с развитием человеческой культуры. Сейчас ученые находят все новые и новые способы борьбы с болезнями, в том числе и с помощью инновационных разработок медтехники, которая помогает осуществлять операции, облегчает жизнь людям с различными хроническими заболеваниями и инвалидностью, а также позволяет проводить точную и своевременную диагностику всех систем организма. Сейчас мы расскажем вам о 5 важнейших изобретений в области медицины. На 5-м месте таблетка от сбоя биологических часов. Канадскими учеными из университета Могила и университета психологического здоровья Дугласа удалось разработать таблетку, которая позволяет перевести биологические часы людей. По мнению специалистов, она позволит избавить множество людей от проблем со сном, нарушение естественных циркадных ритмов, когда человек спит днем и бодрствует ночью, является причиной различных неприятных последствий для здоровья. Разработанные учеными лекарства позволят синхронизировать лейкоциты таким образом, что организм человека начнет считать день ночью и наоборот. На 4-м месте бионические контактные линзы. Эти линзы были разработаны исследователями Вашингтонского университета. Они сумели соединить эластичные контактные линзы с отпечатанной электронной схемой. Это изобретение позволяет пользователю видеть мир, накладывая компьютеризированные картинки поверх его собственного зрения. По словам изобретателя, бионические контактные линзы могут пригодиться шоферам и пилотам, показывая и маршруты, информацию о погоде или транспортных средствах. Сердце – двигатель человеческого организма. В 2001 году в июле хирурги из Кентукки сумели имплантировать пациенту искусственное сердце нового поколения. Это поразительное новейшее устройство, которое получило название Абиокор. Абиокор стал прорывом в современной медицине. Он полностью автономно существует внутри человеческого тела без дополнительных трубок и проводов. Благодаря внутренней батарее пациент может свободно передвигаться в течение 60 минут. Если установить в аппарат внешний источник питания, то этот срок увеличивается в 2 раза. На 2-м месте роботы-помощники во время операций. Многие хирурги уже пользуются роботизированными помощниками во время операций. Успешность роботов оценивается в 93%. Конечно, еще рано говорить об автономных роботах-хирургах, однако подобные изобретения считаются серьезным шагом в этом направлении. Самым известным роботом-хирургом во всем мире является аппарат Да Винчи, который весит полтонны и состоит из 2 блоков. Один блок управления предназначен для оператора, а второй – 4-рукий автомат, который выполняет роль хирурга. И на 1-м месте тату-термометр. Группа ученых и инженеров под руководством профессора химии Джона Роджерса из университета Иллинойса разработали устройство для изменения температуры и сбора информации. Оно представляет собой электронный пластырь, который клеится на коже с помощью специального водостойкого клея. Благодаря тому, что конструкция устройства гибкая, оно может растягиваться или сужаться вместе с кожей. Электронный пластырь фиксирует изменение температуры и передает информацию на медицинский прибор или компьютер. Разработчики создали 2 типа устройств – для использования на коже или внутри тела. Бодибилдинг, фитнес, бег или даже шахматы, неважно каким видом спорта вы занимаетесь. Основная цель каждого – добиться определенных результатов в спорте, и без крепкого здоровья, как мне кажется, это практически невозможно. Ильдар, как ты считаешь, без здоровья, даже без любого, пусть оно не крепкое, вообще в спорте можно вообще заниматься, участвовать? Без здоровья не только в спорте, но и в жизни сложновато, в принципе. А вот хорошо, вот как ты следишь за своим богатырским здоровьем? Пойдем присядем на скамеечку. А, Ильдар, вот ты богатырь, Ну, конечно, бодибилдер. это серьезная дисциплина. Нужно следить и за питанием, полноценно отдыхать, тяжело тренироваться.
если хочется добиться результатов, да, серьезно. Вот. И, в принципе, в этом ничего сложного нету. Со временем привыкаешь и к правильному питанию, да. Вот. Правильное питание не обязательно невкусное. Так что можно за здоровьем следить. Здесь главное, ну, не придумывать себе отговорок. Вот. Все возможно. Да. Да, дорогие телезрители, мы подошли к нашей красавице Варвара Терешкина, спортсмен, атлет, заняла у нас первое место в фитнес-бикини свыше 163 сантиметров, а Эльдияр Исакеев также спортсмен, атлет, занял второе место по пляжному бодибилдингу до 178 сантиметров, да? Все верно. Варвара, ну сколько времени нужно проводить, наверное, вот большинство девушкам мы всегда говорим, проводить времени, там, может быть, в различных спа-салонах, а у тебя времени в спортивных клубах, да, вот, чтобы твое здоровье было идеальное, твои формы, фигуры тоже соответствовали тебе. По времени, ну как по времени, 2 часа тренировок. Микрофон, Варвара. Перед подготовками, получается, каждый день мы тренировались. Каждый день у нас тренировки были, это силовая, кардио, вот такие вот. И по 2 часа, даже по 3 часа я пропадала в зале. Это с утра вставала, детей по школам, садикам и сама в спортзал, потом уже на работу. А вот я не знаю, вот у многих мужчин смущает тот факт в том, что, ну, все-таки бодибилдинг, да, вот этот гантели, штанги, ну, наверное, все-таки считают по большей степени, что это мужской вид спорта. Ты сама, ну, у тебя однозначно другая точка зрения, иначе бы ты не занималась. Вот. Да, Ну, почему да. решила заниматься таким вот видом Ну, спорта? чтобы выглядеть красиво, подтянутой, эффектной. Ну, что еще можно сказать? Ну, здоровой. Вот как раз мы сейчас Физически крепкой. ваши фотографии у нас показывают на телеэкране, где вы участвовали в различных соревнованиях. А вот ваш рацион питания, вот, и твой, Ильяр, тоже вот сильно отличается вот от ежедневного рациона? То есть вот перед тренировками там один, а вот перед соревнованием совсем другой. Да, очень отличается. Сильно отличается? Отличается. А затратно вообще вот заниматься таким видом спорта, чтобы Затратно. подготовиться к соревнованиям? Затратно, да. Скажу На я. соревнованиях. Перед соревнованиями еда становится более постной, много овощей употребляешь, поэтому овощи у нас не дешевые, мы живем на севере, конечно. Рыбка тоже не дешевая. хотя бы. Да, мясо тоже нужно достаточно белка. Вот, это в принципе, да. А вот Спортивное питание спортивное, я то же только самое. хотел да, спросить, вот. мы же сейчас пробовали коктейли, ну что-то подобное, вот если параллель провести, вот спортивное питание тоже играет важную роль, да? Да, очень важную роль. Это строительство наших мышц, аминокислоты те же самые, да. Они же все состоят из белка, вот наши мышцы. И нам достаточно вот, ну, питания, то, что вот обычно в повседневной жизни мы питаемся, нам не хватает этого для строительства наших мышц. Вот. Спортивное Спор- питание это более Да, концентрированное, концентрированное. такое. Там нутриенты более концентрированы, то есть можешь за одну ложку как бы много получить, нежели там съесть большую массу там. Мясо, например, Мясо, да. белка, да. Ильяра, ты еще тренером являешься. Вот тебе предпочтительно люди приходят в какой форме? То есть сразу уже подкачанные, либо такие Нет, с лишним весом? чаще с лишним весом обращаются, да. И чаще мне приходится постоянно, точнее, говорить о питании с ними. Всегда направлять. И я считаю, что глупо не воспользоваться вот этой информацией, которую я даю, да, потому что питание – это более половины успеха, зависит от питания. Вот. Все должно быть в совокупности: тренировки, питание, отдых. Вот. Тренировки нам нужны, чтобы быстрее избавиться, да, от лишнего, чтобы сохранить мышцы, не худеть за счет потери воды и мышц. Вот, все-таки мышцы смотрятся гораздо красивее, чем вот, излишки, да? Пожалуй, Вот. соглашусь, да, с этим. А давно вообще вот в спорте, в бодибилдинге? До этого, может, чем-то занимались, каким-то видом спорта, или сразу пришли? Ну, я занималась, вся в школе спортом занималась, была активной. Вот, ну, в фитнес-бикини, ну, участвую 2 года уже, получается, я, да. А так я в спорте, вот именно в зале, в тренажерном зале 4 года уже вот, занимаюсь. Ильяр, давно? в Я спорте? с 2009 года со студенчества начал, да, вот, именно конкретно фитнесом
Ну, в тренажерном зале заниматься. Начинал со Спарты. Большое спасибо, Ильяр, Варвара, то, что пришли, скрасили наш проспект. Ну что ж, я должен сказать, что наше время в эфире у нас подошло к концу, заканчивается. И стоит добавить только одно, о том, что это была программа «Проспект Весна». Увидимся с вами завтра.